сегодня у нас люди с другим мировоззрением. В Якутии, где преобладает традиционный подход к питанию, они бросили вызов стереотипам. Внимание на экран. Устоявшиеся вегетарианцы пришли в обычное кафе Якутска. Как они утверждают, сейчас у них никаких проблем с меню в общественных местах питания нет. Все вполне демократично. Можно найти блюда даже для очень строгих вегетарианцев. На улице стоят суровые холода. По мнению большинства якутян, без усиленного питания, без мяса, рыбы и молочных продуктов пережить их невозможно. Организм даст сбой. Но эти хрупкие дамы своим образом жизни доказывают обратное. Они считают, что вегетарианство – это путь к самосовершенствованию и духовному росту. Без мяса, так популярного в Якутии, можно прожить и при этом не испытывать никакого дискомфорта и ухудшения здоровья. Вегетарианцев в Якутии, по их утверждению, много. Проводятся даже фестивали, где собираются сотни человек. Но вот общественное мнение, заставляющее их не афишировать свои пристрастия, делает свое дело. Отношение к вегетарианству в республике, мягко сказать, отрицательное. Особенно нелегко представителям коренных народностей, так как их национальная кухня основана на белках и жирах. Трудно справляться с общественным давлением, с непониманием. Вегетарианцев воспринимают как чудаков, людей не от мира сего. Официальная наука против таких экспериментов и рекомендует не отходить от традиционного питания. На кону здоровье нации. В век интернета вегетарианство обретает большое распространение. Как это отразится на умственном и физическом уровне потомства, пока детально не изучено. Итак, друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с вегетарианцами Якутска. Я, например, считаю, что они молодцы, преодолели стереотипы и живут по собственному сценарию. Я буду их поддерживать. Как видите, моего напарника сегодня нет. Вместо него вот этот манекен с мыслями Антона. Пользуясь ситуацией, я стану оптимисткой, а он станет предводителем пессимистов. Итак, Антон, что ты думаешь по поводу нашей сегодняшней темы? Якут трава не ест. Вот-вот, что-то такое я и предполагала. Ты хочешь сказать, что в наших суровых условиях без мяса и рыбы, без полноценного питания нельзя выжить? Исключение из рациона основных продуктов питания приводит к ослаблению организма, к болезням. Из-за того, что северяне отошли от традиционного питания, ухудшилось состояние и здоровье молодого поколения. Вегетарианство – это угроза национальной безопасности. Это точка зрения пессимистов. Прошу каждого определиться, какую зону он выберет. Каждая из сторон аргументирует свою точку зрения. В конце программы каждый участник может поменять свою точку зрения и перейти в ту или иную группу. Прошу определиться и выбрать место в выбранной зоне. Оптимисты справа, пессимисты слева. Делимся. Итак, встречаем наших героев. Люди, к которым относятся с опаской и недоверием. Смельчаки, которые не побоялись идти против общественного мнения. Храбрецы, доказывающие, что жизнь многогранна, и в ней есть новшества и неординарности. Вегетарианцы Якутска! Здравствуйте. Расскажите о себе. Вам дается минута. Начну я. Меня зовут Евгения. С вегетарианством я познакомилась из книг Шрилы Прабхупады. Это великий просветитель 20 века. И в частности из его книги Бхагавад-гиты я узнала, что каждое живое существо наделено духовной частицей. И мы не вправе лишать их той жизни, которая им дана. Я по образованию музыкант, преподаватель. Моя семья, мой муж, сын, невестка, все вегетарианцы. Стаж вегетарианства 17 лет. Меня зовут Татьяна Баишева. Занимаюсь я компьютерными курсами, веду курсы якутского языка. Люблю очень йогу, ушу. Стаж вегетарианства 8 лет. Меня зовут Лера, мой стаж вегетарианства 11 лет. Периодически я веганю. К этому я пришла еще с самого детства, только из-за того, что мне сначала не понравился вкус. А уже со временем начала рассматривать вегетарианство с биохимической и экологической точки зрения.
Ну, по образованию я биолог и химик, я учитель. На данный момент учусь на 5-м курсе, пишу ВКР, много работаю, занимаюсь спортом, все как обычно. Сейчас мы перейдем к блиц-интервью. Наверное, каждая из вас пришла к новому питанию сугубо по своему личному мнению. Что сподвигло вас? Конфликт какой-то внутренний, такой подспудный, он возник еще в детстве. У меня отец охотник и рыбак заядлый. И как раз в это время я поняла, что какой-то двойной стандарт существует. Что вот те наши питомцы, которые у нас живут, кошечки, собачки, мы их любим, но при этом мы употребляем в питание мясо и носим, то есть используем неэтично животных, которые не принадлежат с нами и не связаны с нами. Поэтому у меня этот конфликт еще в детстве родился. У меня в детстве началось буквально лет с 4-5. Я жила у тети в деревне. У нас был маленький теленочек, я с ним выходила в 4-5-летнем возрасте, играла каждый день, да, беленький, кучерявенький, там, да, шершавый язычок. А еще был бычок, корова. Этот бычок однажды повредил копыта, и летом решили его забить. Вся деревня собралась, в том числе и дети, кстати, тоже были, да. Он бегал, его там 2-3 раза ударяли по лбу, это все на глазах у населения происходит. Большинство людей относилось к этому совершенно равнодушно, просто как к развлечению, да. У меня был шок после того, как вот он все-таки упал. Сам процесс, что там, как все это происходило, он у меня выпал из памяти. То ли я в обморок упала, то ли меня увели куда-то, да. Потом я увидела этого нашего бычка-зайчика просто разложенным по тазикам. Тут у него рога лежали, там копыта, тут хвост, ну и все остальное, да. В 4-5-летнем возрасте задумалась, что-то здесь не так. С годами где-то уже, достаточно в таком возрасте зрелом, я просто уже это осознала. И вот то, что вот это детское, оно наконец-то нашло свое объяснение. Сейчас я лакто-вегетарианец, но хочу стать веганом. У меня история тоже началась с самого детства. Мне просто не нравился вкус, то что что-то такое резиновое, непонятно как жуется. С детства сама начала отказываться от мяса. Но мне повезло то, что родители не стали поднимать тревогу. Мама у меня врач, поэтому она поддержала и начала вносить в мой рацион именно растительный белок и все питательные вещества тоже растительного происхождения. Когда я еще начала подробно заниматься естественными науками, я поняла, что, в принципе, оказывается, очень даже хороший и для меня полезный тип питания. Поэтому так и сложилось, и осталось. А что изменилось в вашей жизни после того, как вы стали вегетарианцами? Я очень мучилась желудочными болями, гастрит такой в степени, без новокаина не жила. И первое, что я почувствовала, когда я перестала есть мясо, это прошли желудочные боли. И с тех пор я не вспоминаю. Я похудела на 15 килограмм. Пропал вот этот какой-то непонятный страх. Вот боишься, не знаешь даже чего боишься. Просто боишься. Всего боишься. То есть вот та энергия смерти, которая заложена в животных, когда их убивают, она остается в мясе. Когда вы едите это мясо, оно переходит к вам. Этот безотчетный животный страх непонятно чего. У меня, видимо, это пожизненное состояние, потому что это началось с самого детства, поэтому я не замечаю каких-то... мне даже не с чем сравнить получается. А как восприняли ваши решения близкие и не уговаривали ли отказаться от этого? Единственное было сопротивление, когда я сына стала кормить вегетарианской пищей. Точнее, даже не то, что стала, я просто готовила без мяса. И против этого и то не мама, а отец возражал. Как охотник, рыбак, не представляющий жизни без этого. Он считал, что без этого невозможно развиться нормально ребенку. Мои близкие, в общем-то, приняли это спокойно, потому что, видимо, я была все-таки дама зрелая уже, замужем, с 2 детьми. А муж, проблемы со здоровьем были, поэтому мы занимались, он точнее занимался и голоданием, и раздельным питанием. И, в общем-то, совершенно спокойно принял мой переход на вегетарианство. И сейчас мы питаемся так, но если мои домочадцы хотят что-то мясное, я им особо их гайки не закручиваю. Заставлять людей нельзя, я считаю. Это душа сама, когда захочет, она сама примет такое решение. И все мои близкие нормально на это реагируют. Мои друзья, которые едят мясо, они тоже к этому абсолютно нормально относятся. Иногда подшучивают надо мной, я подшучиваю над ними. В общем, у нас все равно отношения из-за этого не портятся. А согласны ли вы с тем, что вегетарианцем в Якутии быть непросто? И в чем заключается главная трудность?
сталкиваются с очень большими стереотипами. То есть почти каждый прохожий вначале тебе будет говорить о том, что как ты будешь там без белка, якут трава не ест и все в этом роде. Вообще проблем нет никаких. Продукты можно купить в любом супермаркете. Конечно, проблемно, скорее всего, на северах, да, вот где поставки идут на самолетах. Там, конечно, овощи, фрукты очень дорогие. Я там понимаю, что трудно обходиться без рыбы и без мяса. Проконсультировались ли вы у медиков и что они говорят? К сожалению, как бы для меня медицина сейчас не является авторитетной, видя то, что они не могут справиться даже с какими-то простыми хроническими заболеваниями, не говоря уже о сложных, приносящих быструю смерть. Ну, как-то. В медицине действительно бывает то, что есть какие-то свои минусы, но тем не менее проверяться и проверять свое здоровье тоже необходимо. У меня с этим никогда проблем не было, то есть все анализы они были хорошими. Посмотрим, что думает мой напарник. Вегетарианство – угроза национальной безопасности. Согласны ли вы с мнением моего напарника? Что вы представляете угрозу национальной безопасности? И что, последовав вашему примеру, молодые лишаются здоровья и не смогут продолжать род? Угроза по поводу здоровья и будущих поколений связана именно с тем, что многие вегетарианцы, начинающие веганы, они неправильно начинают питаться. То есть не смотрят литературу и научные источники. Когда я слышу о национальной безопасности, еще его угрозе, я вспоминаю об алкоголизме, который закрывает просто у нас здесь все, и табакокурение, и мне кажется, вот это настоящая угроза национальной безопасности, особенно здесь у нас. А вегетарианство, я считаю, что это шаг в осознанную жизнь. То есть человек начинает задумываться о своей роли в этом социуме, в этом мире, и это часто бывает, человек задумывается о вегетарианстве, потом бросает употреблять алкоголь полностью и бросает курить. Перед вами те, кто попытается сегодня узнать вас поближе. Это школьники Якутска. Также здесь есть будущие технологи. Итак, друзья, почему вы оказались в той или иной группе? Начнем с оптимистов. Я хотела стать вегетарианцем, поэтому я села в группу оптимистов. Я сама являюсь вегетарианкой, но сейчас я веган и решила поддержать, потому что это здоровье, и это как бы активность, и это как бы жизнь. Я поддерживаю полностью мнение этих дам. Пессимисты? Мы будущие технологи общественного питания, и я думаю, что готовить без мяса это как-то пусто, скучно. Допустим, у меня муж, он не представляет, что можно есть без мяса, и нужно больше мяса. Он говорит: я же замерзну, так холодно. Я оказался на стороне пессимистов, так как считаю, что быть вегетарианцем значит забирать еду у животных, а без еды никто прожить не может, и значит мы их тоже как бы убиваем. Я также являюсь вегетарианкой уже более 6 лет. Я считаю, что чтобы не замерзнуть, нужно тепло одеваться. Кстати, это может быть не обязательно мех, да. Сейчас очень много современных таких материалов, которые позволяют не мерзнуть зимой. А насчет того, что мы отбираем еду у животных, это вообще смешно, потому что я не хожу за коровой и не ем за ней травой. То есть я ем овощи, фрукты, и вообще очень много всего можно придумать на вегетарианской кухне. Мы все-таки начнем. Можете задавать свои вопросы нашим вегетарианцам. Мужчины-вегетарианцы комплексуют ли насчет этого повода? И почему их сегодня нет в зале? Меня зовут Аял, я вегетарианец, начинающий, да, можно сказать, где-то около 1,5 года. И ограничение у нас в том, люди, с кем я общался, да, у них лишь в уме. Потому что не могут себя представить без мяса, да, еду. Это, так представьте без мяса еду, и все, как бы. Потому что, вы можете заменить эти же мясо тем же орехами. Очень много, как сказали, да, очень много питательных веществ в растительных
пищах, да. И как-то мне знакомый сказал, да, вот как ты можешь не есть мясо? Я, например, живу, чтобы есть. Жить, чтобы есть, это же как-то мелко, не знаю, для меня. Есть, чтобы жить. Вот я думаю, что правильно. Те, у кого из вас есть дети, заставляете ли вы их быть вегетарианцами? Заставлять нет, не заставляла никогда. Не готовила дома ничего. Была только вегетарианская кухня. Но у нас, естественно, были бабушки и дедушки, которые давали такую возможность. И он, видимо, стал задаваться каким-то вопросом, а почему вот такое, что здесь так, а здесь так. Мы с ним разговаривали об этом, и в какой-то момент он просто, когда он понял, в чем фишка, он сам отказался. С какого возраста лучше становиться вегетарианцем? Чем раньше, тем лучше. Лучше вообще не травиться. Сначала понять, ну, как я уже говорила, чем можно заменить животные продукты, и уже потом уже как бы становиться вегетарианцем. Врачи говорят, что из-за вегетарианского питания ухудшается иммунитет. Это так, да? Раз в 3 года я могу простудиться, это действительно так. То есть, а других проблем с иммунитетом у меня нет, потому что в то время как вся моя учебная группа ходит в масках, чихают и тому подобное, то я просто весело и бодро шагаю по институту, можно так сказать. В чем отличие вегетарианства в Якутии от вегетарианства в Москве? Когда я была в Москве, я заметила одну разницу. Там много вегетарианских, веганских кафешек и дешевые продукты. Там связка бананов 50 рублей стоит, а у нас, если сравнить, получается бешеные цены. Считаете ли вы, что вегетарианская диета духовно возвышает человека? Я скажу вам, что вегетарианская диета снимает препятствия на пути к духовному продвижению. Все богооткровенные писания говорят о том, что лучше не причинять зла животным. Угу. Пессимисты? А как вы прокомментируете тот факт, что самым известным вегетарианцем был Гитлер? Он не был изначально вегетарианцем. Со временем у него начались, если в истории хорошо покопаться, у него начались болезни желудка, и врач ему порекомендовал частично вегетарианскую диету. Довел себя, вот, кстати. Да. Я еще знаю, что он был знаком с восточными философиями, и также и вегетарианство тоже. То есть он считал, что высшая раса, она должна питаться только вегетарианской пищей. Есть такое вот знаменитое выражение «ты то, что ты ешь». То есть, исходя из того, что вы едите овощи, кем вы являетесь? Овощи. Ну, судя по нашей передаче, мы очень активные люди. Да, кстати. Противовес. 3 человека, в принципе, перевешивают. Люди, которые едят мясо, у них тяжесть энергетическая, у них тяжесть психологическая, страх убиенного животного. Ну... Так, а сейчас предлагаем посмотреть опрос, что думают горожане о вегетарианстве в Якутске. Внимание на экран. Я люблю есть мясо. Да? А почему любите мясо? Ну, потому что это полезно. Я не смогу есть только растительную пищу. У меня есть друзья-вегетарианцы, но, к сожалению, поддержать не могу. Они также себя чувствуют, как и я. Ну, подробно не могу сказать, там надо проходить обследование медицинское, чтобы понять, на каком этапе мы находимся. Чтобы перенести такие холода, как вот на улице сейчас, без усиленного питания, с включением в свое меню мяса, никак нельзя. И что вы сделаете, если вам запретят кушать мясо? А я его и не ем. Да? Не кушаете? И Нет. как это? Нормально. Чувствуете себя хорошо? Хорошо. А давно не едите? С детства. Да? 23 года мне. Животных жалко просто. А тебе не говорят, что это вредно, плохо? Говорят. Типа, а как ты живешь? Угу. Типа, сознание не теряешь? Нет, говорю, нормально. Да? И очень много таких людей, да, которые отговаривают тебя? Да, много, все. Ага. То есть на тебя давление как бы делается, да? Да, да, со всех сторон. Если ты собираешься там рожать потом, как Да это? нет, у меня ребенок есть, все нормально. Да? Да. А ребенку тоже не даешь мясо? Ну, он ест у меня, но не особо. Как бы, наверное, отразилось все-таки то, что я не ела. А врачи что говорили? Ничего не говорили. Не спрашивали меня даже. Я и не говорила, что я не ем. Анализы все нормальные были? Все нормально, все хорошо. Кушаешь мясо, да? Ну, бывает. Бывает, да?
Ты считаешь, что это плохо? Ну, не так уж. Хорошо, да? Люди могут есть или нет. Да. А вот Это их выбор. Если человек, ну, молодой человек до вашего возраста не будет есть мясо, и потом у него будут проблемы с деторождением и так далее. Нет, такого не может быть. Такого быть не может? Да. Ну, мясо это как простой продукт. Кто его хочет, тот ест, наверное, нет? Я так думаю. А запретить вегетарианство в Якутии можно? Зачем? А как к вегетарианцам относитесь? Ну, не знаю даже вегетарианцев. Вам смешно, да? Ну, не знаю. А так, мясо мне нравится. Да. А вообще вы представляете себе мужчину саха, вегетарианца? Нет, даже не представляю. Это невозможно, да? Ну, я думаю, что мясо – это основной источник энергии. Я думаю, что отрицательно человек будет без энергии, и он все время будет очень сильно уставать, я так думаю. А надо ли запретить вегетарианство в Якутии? Почему запретить? Ну, те, кто хотят быть вегетарианцами, пусть будут ими. К чему может привести вот отказ от мяса, например? Ну, у нас же холодно. Нам нужен холестерин. Ну как же мы без мяса? Ну, мне кажется, вот я много смотрел программ, что вегетарианцы себя лучше чувствуют, более как бы энергичные. Вы верите этому, да? Да. Вегетарианство как-то может отразиться на детородных функциях молодежи, скажем? На качестве потомства? Я не медик, поэтому ничего не могу об этом сказать. Итак, давайте обсудим, какие могут быть последствия от вегетарианства и можно ли считать отказ от полноценного питания личным делом каждого. Отказ от мяса – это дело лично каждого. И я никого не осуждаю, так как мне больше достанется. Отказ от мяса, да, сам по себе, мне кажется, он приходит каждому осознанно, и все равно у нас как бы предрасположенность к мясоедству есть, я не спорю, то, что мы все якуты. Мой отец тоже самый фанат мяса, вся моя семья ест мясо. Я одна, например, не ем. И я к такому пришла только потому, что я однажды просто захотела, например, попробовать. Потому что мне сказали, то, что это классно, я подумала, почему бы и нет, я хочу быть здоровой. И мне кажется, то, что если человек уже приходит к такой мысли, то, что это приносит ему пользу, то, что я чувствую легкость, я чувствую себя отлично, почему бы и нет? Мясо – это просто продукт, это не то, что если… Это не витамин, это не такая вот, не такой прям… Не надо ему там ставить памятник, то, что мясо должно быть у каждого на столе. Если вы хотите есть мясо, ешьте, если нет, то нет. Главное, вы должны себя чувствовать отлично при этом. Пессимисты, что вы можете ответить на это? Ну вот издавна якуты, они как бы были охотниками, рыболовами, они вот чисто мясом питались. Почему вот сейчас вот якуты вот питаются овощами? Как вы считаете, вегетарианство – это прогресс? Есть понятие технического прогресса, то есть мы не живем уже в юртах, не живем только за счет оленя. У нас есть дома, у нас есть магазин, у нас есть продукты, у нас теперь можно экспортировать продукты, импортировать продукты, поэтому появилась возможность. Поэтому издавна действительно, да, я, например, прекрасно понимаю людей, которые живут где-то далеко на севере, и у них кроме юрты, оленя, у них ничего больше нету. То есть фрукты, овощи они не получают. И я бы не стала бы, например, им там рекомендовать то, что вегетарианство это хорошо. Нет, потому что им просто питаться нечем будет. Поэтому все это связано только с тем, где мы живем. То есть если у нас есть условия для того, чтобы быть вегетарианцами, то почему бы и нет? Можно так сказать. Вы когда последний раз ходили на охоту чисто за едой и жили в юрте без отопления центрального? Ну, не лично вы, а вообще все. Вы когда жили в таких условиях, когда вокруг вас не было супермаркетов, рынков? Вы вообще видели такое, нет? Да нет. У вас это в крови? Вот распространенный стереотип и знаменитая фраза «якут трава не ест» вообще считаю абсурдной, потому что как режим питания может быть связан с национальностью? То есть если это у нас в крови, давайте жить как наши предки, точно так же, да, откажемся от всех этих современных технологий, не знаю, переедем жить в какие-то дома без отопления и так далее. Раз уж мы, как бы сказать,
современности живем уже, давайте уже думать, то, что есть другие виды питания тоже. Но в то же время тоже поддержу всех присутствующих вегетарианцев, то, что никто и никогда не заставляет вас отказываться от мяса. Лично я никогда не видела вегетарианца, который уговаривал мясоеда не есть. И я видела очень много мясоедов, которые заставляли вегетарианцев есть мясо. Мне вот интересно, а почему ставите ультиматум? Да. Мол, если мы якуты, давайте есть мясо и давайте жить в юртах. Ну как бы, а если вот уже настала вот современные технологии, давайте кушать овощи и так далее, бла-бла-бла, то а почему ставите такие ультиматумы? Это не ультиматум, кстати, был. То есть со стороны современно активистов. можно просто пойти в магазин купить мясо, а не забивать скот. Правильно? Да. Ну, в деревнях, конечно, так не делают, потому что они за Ну, а вы же говорите, мол, да, мы же якуты, то есть переврали наши слова. Взяли и сказали то, что если мы должны кушать мясо... Нет, просто имели в виду то, что если, например, человек не хочет есть мясо, он не должен там, не обязан идти там забивать скот, если он просто якут. Если ему нравится есть траву, пусть ест траву. Нет, мы говорили просто про выбор каждого, мы не говорили, не перевирали ничьи слова, сказали просто свое мнение. По поводу того, что якут трава не ест. На самом деле, национальная кухня у якутского народа, она действительно очень разнообразная в плане того, что там строганина, там какое-то мясо, оленье мясо, допустим. И часто люди по ошибке принимают кухню Якутии со словами, общим словом якут, там культура якутская, традиции якутские. То есть, если ты не ешь мясо, то ты не уважаешь якутские традиции. Некоторые говорят даже так. На самом деле нет. Чтобы быть, так скажем, патриотом своей родины, чтобы любить свою родину, не обязательно есть мясо. То есть, кто такой хороший человек, который любит свою родину? Это человек, который, ну, во-первых, он платит налоги, он старается работать в той сфере, в которой он может быть максимально эффективным для своего общества, в котором он живет. Он толерантный и уважительно относится к другим культурам, к другим народам. Говорить о том, что без мяса ты не патриот, ты не любишь свою родину, мне кажется, совершенно неверно, потому что многая молодежь сейчас, которая об этом громко кричит, то, что я крут, потому что я якут, на самом деле это люди, которые там гуляют по клубам, пьют, курят, может быть, некоторые принимают наркотики, и они говорят о том, что они являются патриотами. Тут патриотизма даже, допустим, даже и не пахнет им. То есть они гордятся спортсменами нашими якутскими, писателями, учеными, их достижениями, но никак не своими, потому что они ничего полезного, в принципе, и не сделали. То же самое, что, не знаю, хвастать стоимостью и функционалом своего айфона, хотя не ты его создал. У меня такое мнение, то что вот в мясе содержится очень большое количество витаминов, минералов, и вот в овощах и фруктах во многих нету того количества, которое содержится в мясе. Да, я хочу задать вопрос, как вас зовут? Влад. Да, я хочу задать вопрос, какие именно витамины и минералы? Там их много. Ну какие я просто устану все перечислять. В лужу, да? Пессимисты. То есть какие Чего вам не хватает? Допустим, говорят то, что в мясе есть железо. Ну, может быть, оно действительно есть, но больше всего железа содержится в бобовых. В мясе, говорят, больше белка. На самом деле, как белок получается? За счет того зерна, которым выращивает скот. А как зерно получает белок? Оно вступает в симбиоз с азот-фиксирующими бактериями. А азот это у нас есть как раз составная аминокислоты, то есть белка как полимера. Откуда берут животные, травоядные, эти витамины? Да, раз мы их получаем из мяса. Откуда витамины? Ну, из травы. А зачем? Зачем через животных пропускать? А давайте послушаем сейчас мнение медиков. Что же все-таки считают они? Ну, конечно, мясо – это неотъемлемая часть рациона человеческого питания. Вот. Но в то же время человек, он может выбирать сам, хочет он мясо или не хочет он мясо. Вот. И заставлять человека против его воли есть мясо или овощи, общество так не должно поступать. Человек, он индивидуальный, он хочет мясо, ест, не хочет, не ест. Но проблема в том, что нужно подходить к этому рационально. Если ты хочешь стать вегетарианцем, это означает то, что ты должен следить за своим здоровьем. То, что ты не получаешь с мяса,
красного мяса, из белого мяса, а также из продуктов молока и сыра, там, творога, то ты должен получать их, значит, извне. Раз в год он должен обследоваться в поликлинике. И то, что человек, он говорит субъективно, то, что ему хорошо и легко, это может быть субъективно его ощущение. Но мы не можем сказать, то, что внутри организм, все-таки он какой-то, там идет дисбаланс. Поэтому все-таки нужно следить за своим здоровьем. И если ты не употребляешь мясо, то принимать какие-нибудь витамины. А можно я задам второму медику вопрос? Я как девушка, которая все-таки в будущем собирается рожать, можно ли без мяса родить здорового ребенка? У нас вечная мерзлота под землей. Многие овощи и фрукты мы не можем сами выращивать. Сюда они приходят обработанные химикатами, прочей ерундой. Значит, множество витаминов и вот этих всех минеральных веществ, они просто, извините за выражение, тупо там погибают. Я никак не могу сказать, что вегетарианцы не могут рожать нормальных детей. Они тоже могут иметь нормальных детей, просто к этому нужно подходить осознанно. Не вот так вот, сегодня я захотела стать вегетарианцем, ем только огурцы, помидоры, и основных правил ни белка, ни минералов, ничего не добираю. Если вы, конечно, хотите полностью перейти на это, вы должны осознанно подойти к этому вопросу, изучить все за, против и вообще хотите ли вы этого сами. У нас есть мнение сотрудника Института здоровья СВФУ. Послушаем его. Если посмотреть с точки зрения Якутии, то вегетарианство не поддерживается официальной наукой. Мы живем в сложных климатических условиях, экстремальных условиях. У нас выработан белково-липидный тип питания. Это говорит, что мы должны белок животного происхождения есть, да, липиды должны нам поступить. Это организму нашему необходимо. И что-нибудь изменить, это уже во вред нашему организму. Если это растущий организм, не сформировался этот организм, да, ему нужны очень много нужных веществ, минеральных веществ, да, витаминов, ферментов, гормонов, аминокислот, которые будут недопоступать, это будут уже серьезные изменения. Да. Если вот организм сформировался, например, после 25 лет, после 30 лет, вот люди берут идею питаться вегетарианством. Да, могут они, может быть, чувствовать себя очень хорошо в течение года, а потом уже могут быть изменения. Я как специалист, я вот не поддерживаю вегетарианство, особенно в условиях Якутии, потому что я знаю состав пищевой, биохимический, пищевую ценность наших продуктов, они нужны нам. На самом деле, я думаю, большинство, кто принял вегетарианство, это поддерживать свой вес. Но тем не менее, все равно надо консультироваться у специалиста и пронаблюдать свое здоровье. Константин Степанов провел научное исследование традиционного питания на Севере и выпустил об этом книгу. Что вы считаете, каково ваше мнение насчет этого сюжета? А этот человек выглядит здоровым? Это первое. Второе, кто бы хотел выглядеть в таком возрасте так же, как этот человек? Поднимите руки, пожалуйста. А сколько ему лет, вы знаете? Ну, я не знаю, конечно. Но можно мне высказать? Да? Просто смотря на одно видео, то, что на вид человека, то, что он не здоров. Видно же по лицу. Без мяса он уже не здоров. Не-не-не, вы знаете, в этом смысле. Можете даже в больницу пойти тоже смотреть. Это же огромная индустрия мясомолочная, да? И на научные вот эти исследования, то есть есть научные исследования такие, есть такие, неизвестно. Ну, никто вам не скажет, это научное исследование реально было, или оно все-таки было, ну, как бы сказать, по просьбе. Пессимисты, считаете ли вы то, что вы, ев мясо, выглядите нездорово? Нет. Почему? Потому что молодые.
говорит, что все должны Снизить. переходить на вегетарианство. Нет, Каждый человек... мы не призываем к Да. вегетарианству. Я Да. говорю, что снизить. Если употребляешь мясо, которое в нашем, ну как тут все говорят, в крови и так далее, да, в умеренном количестве абсолютно, в принципе, оно не будет вредить. Но, конечно, если перебирать его, это тоже могут какие-то с возрастом быть осложнения и такое, да. И вот как-то просто по внешнему виду говорить, что человек ест мясо, поэтому он нездоров, это тоже не есть нормально. Ну, в смысле, это не должно быть такого. Но то же самое, везде должна быть мера. А теперь ваша очередь предложить аудитории тему для обсуждения. Почему, когда люди узнают о том, что ты вегетарианец, они очень агрессивно к этому относятся? Почему, если человек другой, если он, например, не ест мясо или одевается по-другому, почему он сразу другой, и он плохой, и не надо на него сразу агрессировать? Как по мне, так наши пессимисты вообще сегодня не агрессивные. Они просто, я не знаю, как... Мне кажется, все просто, потому что они привыкли есть мясо, и, естественно, но что-то другое — это психология, что ли, человека. Но я не думаю, что стоит зацикливаться на этом. Они провоцируют другой образ жизни. И многие, даже многие вегетарианцы, вообще многие, кто что-то другое, ну, по-другому одевается, по-другому мыслит, да, они навязывают это мнение другим, большинству. И общество, конечно, это будет реагировать агрессивно. Все, что новое, вот даже вот были же вот научные прогрессы, технический прогресс, да? Он же проходил тоже медленно, очень долго, очень, как сказать, напористо. Большинство все равно отказывалось. Та же теория Дарвина, да? Дождаться эффекта сотой обезьяны. Можно и так. Наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение после общения с нашими героями? Если да, можете перейти в другую группу. Меняемся. Хорошо, тогда объясните, почему ты остался при своем мнении. Мясо – это вкусно. Я остаюсь при своем мнении, потому что я не услышала ни одного какого-то серьезного довода или факта, который бы сподвиг меня вернуться в мясоедение. Только какие-то только стереотипы, какие-то обобщенные слова и то, что я слышу каждый день от окружающих. В заключение мы посмотрим мнение Антона, моего напарничка. И все равно якут трава не ест. Антоша у нас остался при своем мнении. Кто из наших участников вам понравился больше всего? Девушка понравилась, вот последний какой. Вот. Как тебя зовут и где ты учишься? Меня зовут Вероника Амосова, мне 23 года, и я работаю корреспондентом ИСЯ. А сейчас мы приглашаем всех сфотографироваться и пообщаться с нашими героями. Эта программа не является пропагандой вегетарианства. Выводы делать вам. Это была программа «Я молодой» и ее ведущая Виктория Маркова. До скорой встречи! Мне понравилось то, что люди действительно этим интересуются, и то, что у нас тоже как бы вегетарианство в городе, оно распространено, оказывается, достаточно шире, чем я представляла. Пессимисты понравились тем, что они были не очень активны, честно говоря, да. Надеюсь, благодаря тому, что они слишком много мяса кушают, а вегетарианцы в то же время были, наоборот, очень активны, и, скорее всего, из-за того, что у них много энергии. По крайней мере, после этой передачи каждый из них уже сделает более осознанный выбор, даже если он сделает его в сторону мясоедения.